Летом в населенных пунктах республики, а в частности в Назрани, резко падает напор воды, а жители квартирных домов и частных винят в перебоях подачи воды автомойки. Еще несколько недель назад глава региона обязал ответственные структуры закрыть такие заведения на неделю, чтобы проверить, насколько обоснованы жалобы на владельцев автомоек. В результате мы закрыли всего 24 мойки. Хотели проверить, действительно это из-за воды все происходит. Но после того, как через 4 дня никакого результата у нас с водой не было. Но жалобы так и продолжались, вода так и не поступала к жителям. Теперь сотрудники администрации периодически проводят свои маленькие рейды по городу и проверяют мойки на наличие оборотного водоснабжения и использования технической воды вместо питьевой. Большинство заведений все же работают с привозной водой. Например, Хусен Арапиев дважды в месяц наполняет вот эту цистерну. Этого объема воды мужчине хватает на долгое время. В любом случае мойка машины происходит не с помощью шланга, а с помощью распылительной системы, которая позволяет тратить меньше воды. Мы водоканалу 4000 платили раньше, водоканалу. Но нам эффективно и выгоднее покупать у водовоза. Они нам 10 тонн сливают за 1000 рублей. Нам выгоднее так работать. Заведение Хусена неделю не работало после указания главы закрыть все автомойки. Мужчина и сам житель Назрани, но разницы во время недельного тайм-аута в работе всех моек не почувствовал. Вода так и течет у него дома тонкой струей. У нас, где я живу по улице Кунаевой, очень мало воды. Ночью, вечером, вот после 10-11 часов, чуть-чуть бывает давление, чуть-чуть. Но днем мало бывает, очень мало давления. 24 автомойки работают в Назрани после недельного перерыва. Некоторые владельцы и вовсе решили для себя больше не работать. Остальные перешли на привозную воду. Также и Тухан Катиев. Мужчина признается, что думал уже закрыть бизнес, но переход на техническую воду позволил сэкономить немалые деньги. Полностью фильтр через бочку, выгодно по цене, да, оплат. Даже сумм пейбол, без, кому здесь тогда я учу, я кому не Назрани, да. Тухан тоже живет в Назрани и также на себе испытал неудобства, связанные с подачей воды. Правда, теперь все эти проблемы позади. Мужчине так понравилась идея с привозной водой, что даже у себя дома он установил емкость только с питьевой водой вместо технической. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.